Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 13 декабря 2024 года, 17 часов 31 минута по Берлину, 19 часов 31 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас стрим называется «Заморозка войны в Украине. Какая цена для Киева?» И все больше и больше говорят о заморозке войны и в связи с этим давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Такс. Итак, ну, как обычно, перед началом я бы хотел рассказать вам, что у нас с ТикТоком произошло. О потерях русских оккупантов в Украине за прошедшие... Так, что у нас тут случилось? Почему у нас... Возобновить трансляцию. Ну, допустим. Допустим, возобновить. Так, ну все, она вроде нормально. Возобновилась. Что-то непорядок какой-то. Так. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1390 террористов, 5 танков, 31 боевая бронированная машина, 6 артиллерийских систем, 65 БПЛА, 50 автомобильной техники. Слава Украине, слава ЗСУ! Ва алейкум ассалам, Дени Адам Ашволь. Дейли салам Ашалой. Так. Что еще нам рассказать, друзья? Напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев. Ну и как обычно, ваша безопасность в ваших руках. Друзья, давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего стрима. Виктор Владимир Аминович, шалом, витаю из проклятых земель. Владимир Абинович, проклятый это Украина, да, вы имеете в виду? Или всем витаю шалом из проклятого? Не понял немножко. Для меня, что русские, что украинцы, такие имперсионисты, ну, массе, говорит Влад. Влад, ну ты же сам вроде бы русский, да? Курск. Ах, слава ЗСУ. Израиль хай. Владимир. Так держать. Ну, смотрите, друзья, сегодняшний свой стрим, давайте перейдем к делу, будет к теме, будут вопросы, задавайте. Я буду по ходу на них отвечать. Скажите, пожалуйста, когда Сирия придет в Россию, говорит Николай. Вот как раз об этом, Николай, я и хотел сегодня поговорить. Там, где Россия, там беда. Если вы имеете в виду, что молниеносная атака и свержение режима Путина, то этого не произойдет, друзья. То этого не произойдет. Пока, по крайней мере. Пока я этого не вижу. Я вижу, знаете что? Я вижу заморозку конфликта в Украине. Вот сегодня я считаю именно так. Но это не значит, что война закончится или мы там будем как-то наступит мир там и так далее. Нет, все намного сложнее, как я вижу, друзья. Все намного запутаннее, все сложнее, все как-то сложновато. Но сама заморозка конфликта, по всей видимости, к ней готовится. Не знаю, согласится ли украинское общество на это.
я полагаю, сейчас будут запугивать украинское общество разными орешниками, потом кадыровцами, 84 тысячи. Это все в одну канву ложится, и это надо обсудить. Это надо обсудить, потому что у меня нет ответов на все вопросы, но есть непогодимость. Что значит Андреев Вальш? Что значит непогодимость? Короче говоря, смотрите как. Стрим на русском или на русском. Один по жизни. Стрим на русском. Да лупят ракетами, шахедами. Да, знаете, у меня такое впечатление складывается сейчас, что Украину не согласимся, говорит Андрей. Но вы согласитесь или нет, Андрей, это вы сейчас так думаете. А буквально через пару недель, когда по вам будут наносить орешники, и вам будет вся западная пропаганда говорить, что вот если вы сейчас не остановитесь, вот если вы сейчас не заключите мир, то в таком случае что-то произойдет ужасное, просто супер ужасное. И потом начнется дискуссия, потом уважаемые люди начнут говорить, да, нужно остановить там и так далее. И тогда вы вынуждены будете согласиться с этим. Как-то так, друзья. Но смотрите, какая ситуация. Шалом, Ян, шалом, дорогой. Все будет Ичкерия. Спасибо большое, обязательно. Живе Беларусь и Ам Израиль Хай. Смотрите, какая ситуация разворачивается. Сирия пала, Асадовская Сирия. Все указывает на то, что присутствует договорняк, так сказать. Мы должны, во-первых, сказать Соединенным Штатам, Израилю и Турции большое спасибо, за что они освободили этот народ. Это раз. Во-вторых, там некоторые говорят, там это был какой-то рывок, потому что Израиль, в том числе, конечно же, Израиль Хизбаллу нейтрализовал в массовом таком количественном, таком качественном масштабе. И всех приветствую, друзья. Партизанка, Дальвизе. Сейчас не буду отвлекаться на ваш комментарий. Сейчас, Андрей, сейчас я буду отвечать на ваш вопрос. Я сейчас попробую закончить свою мысль. Смотрите, дело в том, что вот такой бросок без подкупа асадовских офицеров, генералов, без, как нам сообщали средства массовой информации, что Иран пытался бомбить повстанцев в Сирии, Израиль перехватывал самолеты Ирана, чтобы не дать бомбить этих повстанцев, которые шли сперва на Алеппо, на Хама, на Хомс, и затем до Дамаска дошли. И есть все основания считать, что идет договоренность. То, что Асад ушел, ведь Асад мог остаться, вереница солдат идет в сторону Ирака. В Ирак, мы знаем, к Америке, к Соединенным Штатам Америки, уже как минимум относятся неплохо. И раз они туда идут, значит, им какие-то даны гарантии, что вы можете перебраться сюда. Солдатам всем дали команду. Видели, наверное, это видео, где такая вереница идет, и русские едут в машине, в военной машине, и комментируют, по всей видимости, русские военные. И комментируют, вот, а мы что, должны за них воевать, они вон не воюют, они уходят, там, 3-10. Если бы им не дали бы приказ, они бы не пошли, они идут в сторону Ирака.
И есть все основания думать, что это договоренность такая. Но, слава богу, сирийский народ избавился от этого диктатора, и теперь начнет он потихонечку приходить в себя. Мы очень надеемся на это. Но одновременно с этим активизировались разные там радикальные группы, и есть вероятность, что там будут какие-то там поползновения в сторону дестабилизации, ну, будем наблюдать. И сейчас, ну вот я вижу, что либо будет заморозка конфликта в Украине, потому что воевать на несколько фронтов и заниматься несколькими театрами боевых действий, даже для США, я думаю, будет не так-то легко. И с большой вероятностью я вижу, что сейчас уже можно констатировать, что будет заморозка конфликта в Украине. Я считаю, что это в последующем, в два шага, это геноцид. Во-первых, это нужно подробно этот момент разъяснить. Не будет геноцида сразу украинского народа, наоборот, украинский народ будет поддерживаться, украинский народ будет, им будут как бы какие-то поблажки поступать. Но первыми, кто будет подвергаться точечному ликвидации, убийству, это украинские военные, которые непосредственно воевали сейчас против России. Ну и, конечно же, потом уже дойдет очередь до украинцев, которые рассчитывают, что сейчас, если заморозка конфликта это хорошо, то и там даже убить украинских воинов, которые защищали эту Украину, главное, чтобы наступил мир, не тебя же убивают, то тогда можно это так порассуждать. И потом уже как бы наступит мир, и все, и благоденствие, и русские больше бомбить не будут. Ну, все как раньше, чтобы как раньше. Как раньше уже не будет, это раз. А во-вторых, я вам скажу, что мы думали, ну, некоторые чеченцы думали также, что если бы закончились бы вот эти войны, которые сражаются против России, то в итоге мы все зажили бы хорошо. И как-то один из наших партизан как-то сказал: когда закончимся мы, возьмутся за вас. Но мы в это, ну, некоторые в это не верили и как бы говорили, что вот там главное не война, главное, чтобы нас не бомбили, там 3-10, и в итоге мы пришли к тому, к чему мы пришли. Понимаете? Сегодня наша страна оккупирована, мы стали инструментом в руках России, и весь Запад, весь мир, в том числе Украина, к сожалению, да, и Украина не на последнем месте в этом была, помогали нас уничтожать. Помогали украинские разные представители, имеется в виду, разных силовых структур. И сейчас я вижу полное повторение вот этого сценария. И знаете, очень похоже на то, как произошло с Чеченской республикой Ичкерия. Сперва нас поддерживали на Западе. Правда, это не принято так особо прямо говорить, что нас поддерживали, что нас там любили, холили, лелеяли. Это делалось как бы, ну так, ну как бы, ну потому что это такая политическая воля, там, ну вот там Радио Свобода, Голос Америки, настоящее, ну тогда настоящего времени не было, что там, BBC, Deutsche Welle, все эти прекрасные средства массовой информации западные прекрасно нас поддерживали, показывали, насколько мы правы и так далее, и так далее. Но потом, когда Россия была доведена до определенной кондиции нами, сражаясь, сопротивляясь оккупации, на Западе начали меняться взгляды, когда Россия уже стала сговорчивая. И в итоге Ичкерию обменяли на Югославию. Понимаете? Маленькая мини-империя, похожая на СССР, она была, ну как сейчас Иран похож на
тоже империя, отчасти похожа на Россию, тоже со своими там аятоллами. В итоге мы остались, как говорится, на бабах. России начали поступать кредиты, большие кредиты. Россия стала рукопожатной. Билл Клинтон попросил Ельцина малой кровью нас уничтожить. Джордж Буш младший увидел в глазах Путина человечность. Я до сих пор не понимаю, как там можно было в этих стеклянных глазах что-то увидеть. Ну, не знаю. И затем дошло до того, что уже наш убийца Владимир Шаманов, ну, убийцы все военные российские нас были, но Шаманов такой был одиозный, отличившийся такой свин, который фотографировался со звездой героя на груди с Джорджем Бушем. Нам недавно Табах рассказал, что это была случайность, но некоторые под комментариями подвергли сомнению и считают, что, ну, все-таки, может быть, это не была случайностью. Потому что не только вот сама фотография Владимира Шаманова с Бушем говорит, потому что все действие Соединенных Штатов, западного мира, Англии, Великобритании, все это свидетельствовало о том, что нас обменяли и нами пожертвовали как отыгранной картой. К большому сожалению это так. К большому сожалению. Нам готовы были помогать, ну так, из-под тишка, незаметно. Джохар Дудаев от этой помощи всегда отказывался. Он говорил, из-под тишка, там, в частном порядке или там в тайном порядке мы готовы вас поддержать. Говорил, например, там, не помню кто, пакистанские, еще какие-то там службы обращались, он всегда отказывался, говорил нет. Или Иран, по-моему, обращался. Да, по-моему, это был Иран. И он сказал, нет, спасибо, если хотите, мы вам будем помогать. Нам не нужна тайная помощь. Не надо, спасибо. Вот так вот. Ну, хотели сделать из нас инструмент. Ну, в принципе, Турции смотрите, на Кавказе, на мой взгляд, Турции отдали Кавказ. НАТО через Турцию пытается взять под контроль Кавказ. А Турция, как империя, она собирается пристегнуть к себе весь Кавказ. То есть Турция сперва помогала нам бороться, якобы помогала нам бороться с Россией, и в итоге у нас горел пожар, у нас все горело, и большая часть, вот мы про Америку, про Англию, про Великобританию говорим, по факту мы это говорим, понимая, что большая часть все-таки Турции ответственна за Кавказ, за вот эту зону влияния. Но в итоге вот, ну, пришли к тому, к чему пришли. И сейчас, по всей видимости, Украина может повторить эту судьбу. Большому сожалению, я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Я очень хочу на это, чтобы я ошибался. Но вот эти аналогии и параллели, они сами собой просто появляются. По всей видимости, может произойти вот заморозка войны. Ну, сейчас я полагаю, сейчас я вижу, что начнутся запугивания орешником. Вот нам, вот смотрите, нанесли ударом орешником, так называемым орешником. Некоторые говорят, что это старая советская разработка, все такое. Но нам не показали сам завод Южмаш, по которому нанесли. Ну почему же, если там ничего не случилось, почему не показать? Некоторые говорят, что ничего не случилось на самом деле. Но чтобы нам вот так забросить видео, везде об этом прокомментировать, там настоящее время, Голос Америки, новости Донбасса, там, ну, не было этого. Не увидели мы этого всего.
большому сожалению. Вот я искал, так и не нашел. Не нашел, только фейки там разные всякие. Это говорит о чем? Либо разрушения были очень мощные, либо их не было, как на самом деле некоторые утверждают, в том числе владелец или бывший директор этого завода Южмаш говорит, что там этот завод рассчитан на ядерный удар. Но я считаю, что, ну вот, по ощущениям, скажем так, я считаю, что не было такого мощного суперразрушения, о котором говорят русские. Но одновременно с этим меня удивляет позиция, почему украинцы нам этого не показывают. Тоже странно, да? Очень странно. Это чисто медийная история, никто его не боится. Андрей, я знаю. Вот я хочу просто понять разные вот эти вещи, которые происходят. Как это так происходит, что наносится удар, это медийная тема, что это выдуманная тема, я легко в это верю, исходя даже не только из того, что Путин все время врет, а из того, как это все преподносилось. Потом сдалека снятая видеосъемка, где как падают якобы эти ракеты, ну что-то с неба падает. Ну, на месте нам не показали. Все, фабы мы видели, как их покажут, особенно в начале, когда они прилетали, их все снимали, там все показывали. Мы видели, как мы каждый день видим разрушения в Запорожье, в других местах, где идут бомбардировки там, и обстрелы. Но мы не увидели, что произошло на Южмаше. И у меня закрадывается впечатление, что украинская власть или представители, часть представителей украинской власти, что они заодно с русскими хотят запугать украинцев этим орешником. Ну, как бы Подоляк заявил, что не было сильных разрушений. Ну, как-то он так сказал, что, ну, может, я это сказал, что в панику не вводить, завтра можно будет переиграть, например. Может, сказал так, что реально не было разрушений, но почему-то нам не показали. Ну, нет никаких. Ну, объехать 150 раз вокруг Южмаша, снять его с коптера и так далее, можно же было. Нет, этого не сделано. Значит, я полагаю, будет дальше запугивание украинского населения, что сейчас прорываются, там идут вперед. И вот, знаете, сегодня смотрел «Настоящее время», и там, ну, я уже, когда начинаю подозревать, я цепляюсь за каждые детали, которые могут указывать на это. Поэтому вы меня строго не судите, потому что я могу, конечно, как все люди, ошибаться. Но сегодня, смотря «Настоящее время», журналист, который рассказывал, что по Украине нанесли сокрушительный удар, там так мощно все, короче, супер бомбардировка была за все это время. И когда спросили украинского эксперта, он сказал, ничего особенного. По нам мы уже привыкли, по нам уже бьют третий год, уже почти 3 года так долбят и так далее. И реакция журналиста, вот как будто он каждый день не рассказывал об этом и не рассказывал о том, что каждый день Украину бомбят. Он удивился, и мне показалось, что ему этот ответ не понравился, или он не устраивал этот ответ. Поэтому, возможно, я преувеличиваю, я, может быть, накручиваю для себя. Но я вот вижу это так. Пока, по крайней мере, пока я вижу это так. Давайте перейдем. Все скомканно получается, потому что отвлекаюсь на ваши комментарии. Давайте буду читать ваши комментарии, буду по ходу отвечать на них. Так, валейк салам, всех я вас, друзья, приветствую. Аслан, не думаешь ли ты, что Путин не допустит заморозку, что Путины не допустят заморозку войны или сорвут договоренности? Но смотри, Питер, если, например, знаете, как было в случае с Ичкерией, давайте так. Когда Запад обменял Ичкерию на Югославию, я только так это буду называть, хотя там по-разному пытаются это преподнести, я это увидел именно так.
А так как это мой блог и мой канал, я буду говорить так, как я это вижу. Это реальность Аслана Арцуева. Не закончилось только лишь обменом, и каждый занимается своим делом. Понимаете, кто-то Югославию бомбит, кто-то Ичкерию. Просто произошло переключение войны России против национально-освободительного движения чеченского народа на борьбу против исламского терроризма. И то же самое сейчас может произойти. То есть Россия может переключиться на борьбу с исламским терроризмом и даже помогать Соединенным Штатам, в том числе в Сирии, как мы видим. Почему там договоренность? Потому что идут разговоры, чтобы не выводить российские войска из Сирии. То есть флот оставить, российский флот оставить в Сирии. И Россия, которая имеет колоссальные связи в арабском мире, в мусульманском мире, вот видите, как плохо оказывается иметь связи с Россией. Она вероломна и подла. Это так арабскому миру, который всегда лелеял и холил эту фашистскую Россию. И в итоге, имея огромное количество вербовщиков, агентуры, проповедников, которые вот на этой религиозной волне, потому что архитектором исламского терроризма является Россия. Без сомнения 100% нынешнего, сегодняшнего арабского и потом уже исламского терроризма, так называемого, архитектором его является Россия. И сейчас я вижу, что на Кавказе будет борьба с терроризмом. С одной стороны готовятся, и я вижу, что там торчат уши Турции, то есть НАТО. Получается, на Кавказе может начаться борьба с терроризмом, который они сами будут, и Россия в первую очередь, и, конечно же, Турция, которая, на мой взгляд, я это вижу так, они начнут вместе бороться с терроризмом исламским, и в том числе в Сирии, возможно, даже с Ираном. Ну, я пока не могу сказать, что там будет с Ираном, потому что Иран врубает заднюю так, что войны он хочет избежать. Не знаю, как говорится, если вы между позором и хлебом выбираете позор, то вы потом лишитесь, вы получите позор сперва, а потом лишитесь и хлеба. Да? Так, по-моему, кто-то сказал. По-моему, британский премьер-министр. И, по всей видимости, Ирана ждет вот эта судьба, что вот он там может, хотя он вроде бы заднюю втыкает, посмотрим, что там будет. И вот эта ситуация, которая сейчас разворачивается, она может развернуться так, что завтра все станут союзниками России, понимаете, по борьбе с терроризмом, с исламским терроризмом, который, конечно же, архитектором является Россия. Вот какая-то вот ситуация тут заворачивается. Может быть, еще раз, я ошибаюсь, может быть, дело связано с тем, что Америка не хочет эскалировать, не хочет привлекать на себя гнев России или там ее орешники или какие-нибудь другие ядерные атомные ракеты. Может быть, это игра какая-то. Но сейчас вначале я так долго сам себя обманывал и надеялся, точнее, что да, это игра, там, 3-10, ну вот после того, как они договорились, что Асад бежал, и русских из Сирии до сих пор не гонят, значит, договоренность есть между русскими и американцами, и, наверное, англичанами, что русских там будут оставлять. Если после всего, что сделали там русские, их там оставляют, то, ну я не знаю вообще,
куда смотреть. И что думать. Что это за революционеры такие, если после того, что сделала с ними Россия, они там их оставят? Ну, просто не знаю. Очень надеюсь, что их не оставят там. Хотя бы так. Поэтому Россия может не срывать договоренности, а вместе с Западом бороться с терроризмом в Сирии, на Кавказе, там, я не знаю, может быть, Иране, еще где-нибудь. Не знаю. Давайте обсуждать. Это большая ошибка. Не думаю, что Европа и США на нее согласятся. Дело же не только в Украине, это все прекрасно понимают. Да, дело не только в Украине, но, знаете, политика такая вещь. Здесь они так могут переиграть любую вещь, что вы можете просто не понять даже, что произошло. Нас могут продать так, что мы будем думать, что мы купили кого-то, а реально сами можем быть уже в чьей-то корзинке оказаться. Валейкум ассалам, Вольник, Машуэль, Эмид, Далберт, Киюэль. Ассалам алейкум. ФСБшники расслабились, наверное, 2-3 эфира не было. Машу, алейкум, Алаш, приветствую тебя. Тогда надо земли вернуть всей Украине. Зря погибли, что ли? Но земли вернуть Украине не получится. Потому что вот сейчас упор, опять же, знаете, вот это все у меня наталкивает меня на мысль, что все-таки будет договоренность. И причем договоренность, она произойдет в ближайшие дни или же недели. Дело в том, что Сирии оставляют пока еще, ну, по крайней мере, их не гонят тряпками, как говорится. Они катаются, они на базах находятся, их договоренность не трогать, потому что первая атака это должны были быть они. Ну, пока мы не слышали, чтобы их долбили. И Россия усиленно начинает сейчас штурмовые вот эти действия. Там прорвали, там, ну там по 100 метров, там по чуть-чуть, ну что-то они там отвоевывают. Это говорит о том, что они пытаются сейчас закрепиться на какой-то позиции и вот сказать, что плюс это факт запугивания украинцев. Нужно, чтобы лишний украинец согласился на остановку, лишний, хотя бы один, лишь дополнительно к тем, что, которые сейчас уже имеются. И для этого вот нагнетание орешника, нагнетание вот ситуации, что вот очень сильно бомбят, как будто 3 года не бомбили очень сильно. Как будто роддома не бомбили, как будто там, ну, все и вся не уничтожала Россия. Как будто вот сейчас только вот первый раз они ударили. Как-то так. Так, геноцид украинского народа уже идет. Ракеты и дроны на госпитали, школы, уничтожение критической инфраструктуры, подрыв дамбы, кстати говоря, подрыв дамбы, это тоже очень тягчайшее преступление, выходящее даже из-за те преступления, которые Россия совершает. Вот только кто констатирует факт геноцида? Он не работает. Да, совершенно верно. Он не работает. Я уже не верю в ООН. За геноцид чеченского народа не выдали ни одного ордера, ни одного уголовного дела не возбудили в этом мире. За геноцид целый чеченского народа. Израиль не успел начать ответную операцию против Нетаньяху, министра обороны. Быстренько, раз-раз организовали ордера. Ну как это так?
Ну, хотя бы для приличия, я, конечно, извиняюсь за это кощунство, подождали бы, пока 300 тысяч будет убито этих арабов Палестины, там 42 тысячи детей, чтобы там погибло. Потом бы, говорю, сказали бы, ну вот, там больше, чем в Чечне погибло, хотя арабов больше, чем чеченцев, и там не 300 тысяч должно было быть, а минимум там миллион должен был быть. Но нет, вот не верю я, вот эти все институты, все это оказалось туфтой самой настоящей. И МУС оказался туфтой самой настоящей, да, стал инструментом в руках ООН, в руках русских и китайцев и всех остальных. Не показывают, потому что удар нанесен по военному объекту, как во время войны будут показывать результаты. Ну, это как бы, в принципе, имеет право такое объяснение. Так. Ассаламу алейкум, алейкум салам, бамон. Да никто не боится этого орешника. Вчера Украина атаковала атакамсами. Заметил, что Путин говорит, типа, ядерная бомба не надо, пока есть орешник. По мне ничего нет у них. По мне тоже, Алаш. Но, видишь, сколько уже война длится. И внутри Украины, как здесь правильно пишут, бардак большой внутри Украины. Все зависит от того, согласится ли США и НАТО потерять лицо, отдав Украину. Если так, тогда ждите новые гонки вооружения, подготовки к Третьей мировой войне, мое мнение. Да, Андрей, ну смотрите, что значит потерять лицо и отдать Украину? Украину никто не будет отдавать. Вы же есть, по крайней мере. Но вот часть Украины, которую уже заняла Россия, давайте заморозим. Вы же не справляетесь. Пока тяжело. Сейчас наберемся сил. Ну что нам поделать там? А мы сейчас тоже немножко заняты. Извините. И все, и никуда не деться. Что за бред? Борьба с такими террористами должна вестись всегда. Что за бред? Борьба с такими террористами должна вестись всегда. С какими такими? Салам всем свободным людям. Салам, салам, брат. Так, сколько веревочки не виться? Так, Алексей, ты чушь несешь. Как чувствует себя? Так, Аслан, фашистская Российская Федерация уже сказала, их там нет. Не может быть это. Что, серьезно, что ли? Не может быть. Не может быть. Так. Нет, ну они же ездят там, у них договоренность, по ним не стреляют. Я думаю, они их выведут, значит. Значит, ну это уже полдела. В Сирии их нельзя оставлять. Если Сирию оставляют, то это позор сирийскому народу и всем остальным, если честно. Я надеюсь, их выведут оттуда. Так, архитектор терроризма во всем мире русня. Да? Валейкум ассалам. Аслан, слава Украине, свобода Ичкерия. Валейкум салам, мой день. Героям слава. Разве Израиль не разбомбили флот в Сирии российский? Да, разбомбили флот, разбомбили катера, тяжелые большие корабли не разбомбили, их, видимо, русские успели вывести, но разбомбили в Латакии флот,
Некоторые утверждают, что это все-таки был Асадовский флот, но исходя из того, что корабли, так много их и все российские, я считаю, что все-таки это был российский флот. Я предполагаю, скорее всего, что это российский флот. Плюс еще особую нацеленность Соединенных Штатов Америки быть единым хозяином, царицей морей и океанов, как говорится. Поэтому я считаю, что это вполне мог быть и российский флот. Витаю, Баванятка. Живе Беларусь. Американцы выросли на комиксах Марвел, и когда русские полетели в космос, это был идеологический удар по США, поэтому придумали про полет на Луну. Россия и США не враги, но борьба между ними имеется, да, получается? Ну, я считаю, что американцы летали на Луну. Я считаю, что американцы летали на Луну, высаживались на Луне. И да, идеологическая гонка была. Но знаете, когда была гонка между Советским Союзом и американцами, тогда противостояние было, ну, настоящим, можно сказать. Потому что у Советского Союза была своя идеология, там они реально себя считали сильными, и там, что они могут там побить, и как бы казалось, что они могут там побить, закидать бомбами, по крайней мере. Но сейчас, когда уже Россия стала на колени перед Соединенными Штатами Америки, и Ельцин полетел в Америку, там воскликнул «Господи, благослови Америку», то уже ситуация не такая, как была при Советском Союзе. Поэтому сейчас отношения намного ближе, намного ближе. Да, фактически, знаете, такое впечатление закрадывается, что они готовы жертвовать принципами, декларируемыми правами человека, Запад готов, для того, чтобы достичь каких-то больших целей. Что вот мы сейчас достигнем, вот, например, идет геноцид чеченского народа, и вам говорят, вот извините, чуть-чуть потерпите, то есть еще немножко сдохните, и они потом станут демократами. Как они станут демократами, когда они совершают геноцид? Ну как? Как это возможно? Невозможно это. Ну, нам так говорили. Поэтому все так сложно, все так запутано, да. Самые большие, говорит, террористы, сионисты, потом американцы и русские. Остальное это мелочь. Это, говорит, Алексей Харламов говорит. Я вот, знаете, чего удивляюсь? Евреи, на самом деле, оказались между молотом и наковальней. И евреи выживают, бьются за свою просто жизнь. Понимаете? Им нужно сохраниться, им нужно свое государство, и у них такие вот правила. Вот они должны отстаивать интерес, иметь союзников и отстаивать интересы Великобритании и Соединенных Штатов Америки. И когда вы первых называете, я понимаю, что там вы можете так считать, террористами, все остальное, но когда вы вперед американцев называете, или англичан, британцев, вы называете евреев, сионистов, только лишь за то, что они хотят свое иметь государство. Знаете, это похоже, когда в какой-то степени, отдаленно похоже, когда ругают не Путина и Россию, а ругают Кадырова. Вот вы когда, и вы вперед это ставите. И знаете, такой удобный мальчик для битья этот Израиль, понимаете? Про американцев вы так не говорите. Например, Турция любит тоже свою агентуру, там пробросы делать на
евреев на Израиль. А почему на Великобританию не делают этот проброс? Почему на Соединенные Штаты не делает? Турция это нападение, прогроз. Не могу понять я. Вот нет у меня этому объяснения. Да. Почему мы такие? Если уничтожала, то почему до сих пор в Украине функционирует энергосистема? Ну, энергосистема в Украине функционирует не потому, что вы хотели ее оставить, а вопреки тому, что вы просто не смогли этого сделать. Вы хотите понять действия американцев, англичан и прочих, а сами с собой разобраться не можете. Кто есть кто кого поддерживает, кто за кем стоит. Я не могу понять, что вы хотите сказать этим. Кто разобраться не может. Мы не можем разобраться. Да мы прекрасно все разобрались, у нас все прекрасно понятно, все. Да, есть агентура, ее выявляем потихонечку. Да, в принципе, у нас уже все тут ясно. В нашем чеченском обществе уже все прекрасно, нам все понятно. Так, Асан, я думаю, Трамп будет реконструировать ООН и по-новому регистрировать. Ну, я очень на это надеюсь, потому что, ну, если Россию не выкинуть, ну, Китай, я думаю, не выкинут. Я боюсь, и Россию не выкинут. Знаешь, это такой будет колоссальный удар, если после всего, что сделала Россия, ее оставят в этом, как постоянный член Совета Безопасности. Ну, не знаю, это будет печально. Почему канал недоступен? Свободу Юрию Деточкину говорит, почему канал недоступен? А дело в том, что мой канал запрещен на территории фашистской России. И только во время стрима мы прорываемся на эту территорию. Понимаете? Вот поэтому. Не любит правду КГБшник, не любит товарищ прапорщик, где он. Почему на фронте кадыровцы насилуют русских парней, говорит, честно. Честное слово, я не знаю. Честное слово, я не знаю. Вообще, это правда? Может, это выдумка все? А я думаю, там так, не полезли, освободили Крым. Так. Так. Вы действительно верите, что Путин отцепится от Украины после заморозки войны? Нет, конечно. Я не только не верю, что он не отцепится, я считаю, что это будет сперва уничтожение по отдельности. Сперва будут стравливать, где-то там, у нас так это было. Случайно там погиб, грузовик наехал, там в аварию попал, случайно друг друга товарищи сидели за столом, нечаянно якобы там выстрел произошел. Там. На самом деле и случайно были такие вещи. И вот, ну, произошло вот то, что произошло. Поэтому сперва будет убийство всех видных украинских командиров, потому что это рабочие лошадки, и на них держится вся война. Так у нас они сделали. Потому что на войне появляются лидеры, военные лидеры. Одно дело быть в мирное время лидером, другое дело быть лидером на войне. Потому что на войне лидер это особая порода, особая каста этих людей. И ну, в мирное время ты никак их не выявишь, вот этих лидеров на войне, которые появляются. И сейчас это ну, элита украинская, это соль, да, элита, командиры, лидеры и так далее. Вот они являются целью номер один для уничтожения для России. Так было с нами.
Затем, конечно же, потом закончатся они и возьмутся за весь украинский народ, и голодомор, и все остальное там было, мы все это помним. Но это будет происходить, я уверен, на 100%. На 99-99, скажем так. Я в этом уверен. Идут разговоры, что будут вводить там натовский контингент, там, чтобы там, они по линии соприкосновения встали там, и так далее. Это тоже не исключено. Но с другой стороны, а зачем они там? В мирное время, когда договор заключен, просто наблюдателей можно туда прислать, не ОБСЕшных, карманных, которые русские, которых покупают так и вправо, влево, как угодно ими, приторговывают, а найти нормальных, независимых наблюдателей, и пусть украинцы стоят. А зачем там нужны немцы и французы, если нет войны? Это что, оккупация Украины тогда получается? Или как это получается? Небольшой контингент можно завести, чтобы там стояли, если что, русские, если пойдут, понимали, что они идут на НАТО. И все. А так заводить туда французов, немцев, там других, как они там показывают на карте, там французы станут, тут немцы станут. Так где вы были все 3 года, французы, немцы? Где вы все это время были? А сейчас уже как бы, когда мир наступит, нет, не нужно. Мне кажется, тогда они не нужны, эти войска, если заморозят конфликт. Украинцы сами справятся. И внутри, в тылу справятся, и на передке справятся. Как-то так. Пока США и Англия получают прибыль от продажи оружия, войны будут продолжаться, это их бизнес, говорит. Ну, войны, оружие делает и ваша Россия, Наталья Николаевна, так, на минуточку. Просто в отличие от вас, США и Великобритания не совершают геноцид народов целых. Они совершают вероломных вторжений под видом братья, а потом совершают нападение. Этого тоже мы не видели. Это мы за русскими только наблюдаем. Слава свободному народу Ичкерии. Героям слава. Спасибо. Россия Сирии не уйдет. Это же сторонники новой власти. Ничего не подтвердили, пока не было. Сказки пока не рассказывай. Слава шейху Мансуру. Слава, слава, слава. Моя мечта увидеть Кавказ свободным от этих упырей. Надо прилагать усилия. Надо прилагать усилия. Так. Сейчас, подождите, я потерял тут. Конечно, очень многие верят, что американцы были на Луне, но только не я. Даже Гагарин не был в глубоком космосе, иначе он не смог бы вернуться. Гагарин не уходил на орбиту Земли. Это я допускаю, что эти могли соврать. А вот американцы, я не думаю, что врали. Агентура уже не секретная. Да, Андрей, кстати говоря, у вас, ваша агентура уже полностью себя засветила, как и чеченская агентура. Ну, у вас не полностью засветила, поверьте, потому что когда они посчитают, что они вас победили, вот тогда вы увидите настоящих агентов. Вы будете в шоке просто. Самые ярые патриоты могут оказаться агентами, понимаете? У нас это так было. С высшими наградами, там, Олман Си, в честь нации, вот высшая медаль у нас, там, орден. Вот эти люди оказались, липовые делали себе эти ордена, там, фейковые геройские поступки, там, свидетелей приводили, как они там, 3-10, а потом оказалось, что они агенты, действующие офицеры российских спецслужб. Вот так вот. Я думаю,
все будут вступать в ООН на общих основах. Дай бог. Марш Уоль, Дели Сала Марш Уоль, Шамсе. После того, что американцы если Трамп хочет make America great again, то без справедливого мира, как минимум границ 91 года, это не great, а как максимум распад России. Баланятка, я бы согласился с вами, если бы речь шла бы об Соединенных Штатах Америки, что часть Соединенных Штатов Америки будет оставаться замороженной конфликты под оккупацией иностранного государства. Да, в таком случае Make America Great Again не получилось бы. Ну, а если же, например, Америка скажет, немножко потерпите, как нам сказали, вот они скоро станут демократическими. Сейчас мы там все наладим, вы чуть-чуть потерпите. Ну, деваться некуда, на вас прут, орешники падают, ну, вот, извините. Поэтому Америку этому вообще может не коснуться никак. Понимаете, ее величие. Поколебать это не сможет, наверное, никак. Но посмотрим. Алейкум салам, Спартак. Уважаю вас и вашу борьбу. Ичкерия будет свободная. Спасибо, Спартак, спасибо. У нас заморозка конфликта была еще в 2016 году с Россией. Она невозможна. Они не следуют никаким договоренностям. Да, они не следуют. Но потому что договоренность была заключена с вами. Допустим, если она будет заключена при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Великобритании. И какие-то там уже обмены идут, допустим. Тогда они будут какое-то время соблюдать. Понимаете? Если Америка и Европа будут дальше помогать оружием и деньгами Украине, сами победят в этой войне и вернут земли все. Да, конечно же. Но в том-то ведь проблема, что Украине оружие давали пипеточно, ограниченной дозой давали. Понимаете? Атакамсы, Шторм Шэдоулы, там и все остальные скальпы можно было дать ведь в первые дни войны, правильно? В первые же дни войны. Они же были, правильно? Они же не изобретены вчера. Можно было дать. Ну, видите, это какая-то странная война. Как, в принципе, все в последнее время эти войны какие-то непонятные. Российская империя была верным вассалом Англии против Наполеона и Пруссии. Потом СССР был верным вассалом США против Германии. И много раз США спасала Россию. Да, именно так. Сколько Гуантанамо? Так, понятно. Мне кажется, Америка больше всего раздула истерику с тем орешником. Да, Америка тоже, мне показалось, очень сильно акцентировала на этот орешник внимание. Есть такое средство от кашля. Спасибо, спасибо. Дело же не только в Украине, а в оси зла и международного права хотя бы. Да, Ванетка, вы правы, вы правы.
Ты видел новости из Сирии, новые власти или договариваются, или уже договорились с Россией, и база России остается в Сирии. Повстанцы увидели, что Израиль и США с курдами забирают у них землю. Ну, пока я не видел, договорились, слухи только ходят. Но то, что их не атакуют, русских вот этих оккупантов, это о многом говорит, пока, по крайней мере. Ну, есть надежда, что просто мирным путем сейчас быстренько все уладится, русские спокойно уедут, и на этом закончится. Ну, я не думаю, что их оставят там. Ну как, если их оставят, то их отдельная армия их охранять еще должна будет. Ну кто их оставит? Они же что творили? Неужели это... Ну тогда это не ради сирийского народа тогда это все делается. Если там русские остаются, то это точно плевок в сирийский народ. Этого не должны допустить ни в коем случае. Но если, например, русские будут принимать участие в войне против Ирана, и оттуда будут уже бомбить, и что вот они готовы помогать бомбить Иран, ну, что я исключаю на 99%, то да, в таком случае их оставить выгодно. В противном случае оставлять там нет никакого смысла. Израиль зашел далее за голландские высоты и собирается присоединить и другие сирийские территории. Якобы лидеры друзов попросили их принять их в состав. Также Израиль поддерживает курдов вместе с США. Да, я доктор Манхэттен, я читал и смотрел эту новость и считаю, что если, например, друзы, а мы знаем, что это ответвление, мусульманское, исламское ответвление, у них, знаете, немножко такое, ну, немножко ответвление от нестандартный ислам такой, скажем так, у них, но они мусульмане. Друзы, и они служат в израильской армии, живут на территории Израиля. И знаете, как говорят, у них такое понятие, что любая власть, которая приходит, она от Бога. И они, ну, идут служить в эту армию, и у них нет там проблем с Израилем, там, что это евреи, там, как некоторые пропаганду вдалбливают. И большая часть друзской общины живет на территории Израиля. Это хорошие, добропорядочные граждане этой страны. Израиль, который помог фактически избавиться от Асада, и друзы, которые хотят жить с Израилем, например, да, со своими друзами, в том числе живущими в Израиле. Да и условия, я вам скажу, в Израиле будут им выгоднее жить, правильно, чем они останутся в Сирии, которая, может, лет 10 будет восстанавливаться. А их друзы живут в Израиле, и все довольны. Почему бы им не присоединиться? А Израилю нужно это для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Понимаете? Им нужно гарантировать, что из Сирии снова не начнут по ним атаки. Ведь вот этот Джулиани или Джулуани, который пришел к власти, вчера смотрел на BBC выпуск, и там они говорят, что он был агентом Асада, агентом Мухабарата, или Мухабарата, да, как спецслужба называлась сирийская. И он был отправлен вот этим Мухабаратом, если я правильно это произношу, для войны, как доброволец для войны, для участия в войне против Соединенных Штатов Америки в Ираке. Фактически он был агентом сирийских спецслужб. Туда он пришел, значит, он просто против американцев был отправлен, воевал там против американцев. Потом он оказался в плену, попал в плен, отсидел 5 лет у иракской тюрьме, или у американцев, или у иракцев.
После этого вышел, присоединился к он был, по-моему, в Аль-Каиде, потом присоединился к ИГИЛ. Ну, вот так его помотало там. Короче, такой интересный персонаж, конечно, вырисовывается. И где гарантии, что он завтра опять не станет каким-нибудь там асадовцем каким-нибудь? Или не станет игиловцем каким-нибудь? Где гарантии для Израиля? Израиль должен гарантировать себе безопасность, а тем более, если он помог, а США, Израиль, как мы понимаем, вообще нету ни одной, наверное, страны в мире, которая так много сделала для США и Великобритании, как Израиль. Поэтому вместе с США, с Турцией, ну, фактически НАТО, США, Израиль и НАТО, и Турция, если помогли свергнуть Асада, даже путем договоренности, то Израиль как минимум, наверное, имел договоренность с новым правительством Сирии, что он должен гарантировать свою безопасность. Вот и все. Как-то так это может выглядеть. Нет прощения русским оккупантам и убийцам. Амин, Олег. Олгерт. Полностью с вами согласен. А может такое быть, что Америка хочет спровоцировать Китай на войну против Тайваня, США уступит России и Китай осмелеет? Ну, не знаю я. Я не думаю, что с Китаем будет война. Я думаю, пока все остается вот в этом контексте. Вот в этом. Да, давайте в ТикТоке почитаю, друзья, ваши комментарии. Так. Ассалам, салам. Ассалам алейкум. Твоих родственников всех освободили. Баркал. Ва алейкум салам. Джон Джонс, о чем ты говоришь? Их что, забирали сейчас? Опять, что ли? Моих родственников, они уже не могут забрать, потому что у меня не осталось в Чечне родственников, по крови которых. Все остальные, кто нашего взгляда, они есть мои родственники. О чем ты говоришь, что кого-то забирали? Я просто ничего не знаю по этому поводу. У меня нету ни с кем контактов. Так. Алейкум салам, Осман Машхуль. Ты спросила, их всех освободили. Ну тогда, да, тогда всех их отпустили. Ну, не знаю, какие там уголовные дела, там еще какие-то там обязательства с него взяли. Ну тогда отпустили их. Нет, 17 тысяч не видел, не видел.
Курды, с другой стороны, захватывают территории Сирии, Дер-эз-Зор, Ракка и прочие города. Там уже арабы восстали и кидают камни в курдов. Ну, арабы могут камни кидать, это да. Но я думаю, курды тоже заслужили. Я ни в коем случае не поддерживаю курдов, которые пророссийские, но я считаю, что каждый народ, если у него есть свой народ, своя нация, свой этнос и своя территория, свое правительство, эти народы имеют право на свое государство. И нравится это Турции или не нравится, какая-то такая, как шизофреническая идея удержания Ичкерии, чеченцев в своих вот этих кровавых лапах России. Точно так же Турция, нездоровый какой-то интерес к подавлению курдов получается. Некоторые говорят, там в Турции живет очень много курдов, и как бы им не хотят давать государство, и их там чуть ли называют какими-то там, я не знаю, восточные или горские, или какие-то там тюрки их называют, курдов. Ну, мусульман, которые живут там, может, и не мусульмане, но почему нет? Почему не должны иметь свое государство курды? Вылечили двустороннюю прямую легкую. Баркал шамса. Короче, какой-то договорняк там был, и непонятно вообще, либо из-за Израиля и США эти повстанцы решили, что базы России нужно оставить и играть на это. Если базы России там оставляются, то просто произошла замена осада на другого осадиста. Если русские там оставляются. Все, точка. Если там они оставляются, то никакой пользы ни Израиль, ни США, ни Турция не сделали для Сирии. Если они там оставляются, вот эти осадисты и вот эти русские террористы, если их оттуда не убирают, никакой пользы для сирийского народа в этом нет. Ну, посмотрим, просто мы не будем пока забегать. У меня в голове не укладывается, как их там могут оставить. Их могут оставить только осадисты. Ни курды, ни друзы, никто другой там. Алавиты и вот все. Вот алавиты могли, осадисты могли оставить. Только вот этих людей, русских там оставить. Ну, посмотрим. Мне трудно в это поверить. Кстати, забываю спросить, почему турки так относятся к курдам? Среди них есть, наверное, нормальные люди и тоже хотят жить на своей территории, где сейчас живут. Я не знаю, почему у них такая вот неприязнь к курдам. У меня нет этому объяснения, почему турки. Видимо, что-то в истории. Честно сказать, сколько тебя вижу, ты чистый ваххабит. Я и так мусульман ненавижу, а ваххабитов так вообще все до единого утопить надо или сжечь, говорит мне Вячеслав. Вячеслав, ваххабиты говорят, что я
враг Дыма. Ты говоришь, что я враг Дыма. Кому можно вам угодить, чтобы вы не считали меня таким? Как мне вам угодить, а? И вообще, знаете, я заметил такую вещь. Есть такие махровые исламофобы. Махровые просто. И всем исламофобам я не советую заходить на мой канал. Мне Конституция Германии гарантирует право исповедовать мою религию, как я хочу. И исламофобия, ксенофобия, антисемитизм, чеченофобия – это все фашизм чистой воды. Ненавидеть людей. Мы 1000 лет жили, все религии на этой земле, 1500 только самой молодой из этих религий – исламу. Так и христианству уже более 2000 лет, как мы знаем, ну и так далее, и так далее. И это большая-большая ошибка стравливать людей, да, и советую всем исламофобам покинуть мой канал. Хорошо, Вячеслав? Особо тебе задерживаться здесь не нужно. И я тебя забаню. Жечь, говорит. Нет, я тебя оставлю. Я тебя оставлю. Хотя ты, наверное, удалишь этот комментарий. Но я тебя оставлю. Каждый преследует свои интересы, это ясно. Никто не думает о справедливости там или о чем-то таком. Да, не думает, но если не будет учтена справедливость, если бы, конечно, сильных мира сего спрашивать, они вообще не придерживались, мы некоторые, вообще никакой справедливости, никаких рамок, ни закона, ничего. Но исходя из того, что долгосрочный мир, порядок, стабильность не построить без справедливости, именно поэтому человечество всегда стремится хотя бы более-менее быть справедливым. Поэтому все отстаивают свои интересы, это правда. Англосаксы не позволят России выйти из войны, пока не останется без штанов. А если, например, Фринд, да, если, например, Россия скажет, что она будет воевать против Ирана, как она воевала против сейчас Украины, бомбежками, все такое, тогда позволят англосаксы, как думаешь? Как только сменилась власть в Сирии, над сирийским посольством Москвы подняли флаг оппозиции. Ну и он ничем не отличается. 3 звездочки и 2 звездочки. На этом и все. Считаете ли вы, что подписание Хасавюрского соглашения было большой ошибкой? Что значит Хасавюртовское соглашение? Вы имеете перемирие, то, что было заключено? Но у нас ситуация была ровно противоположная от вашей.
до конца мы будем стоять с Ичкерией, американцы не говорили, до конца. И если бы нам такое говорили, нам поступало бы оружие, конечно бы это было бы, не нужно было подписывать договор. Но знаете, Хасавюртовские соглашения нас вынуждали подписать. Ну, у нас положение было критическое, если честно. В 1000 раз хуже, чем ваши украинцы. Поэтому ну, мы же объективно должны подходить к оценке всех событий тогда происходивших. И ОБСЕ, оно потакало, оно стало на сторону России, тех, кто совершал над нами геноцид, и заталкивало нас в эту клетку к русскому людоеду-медведю. Понимаете? Вот что произошло. И вот эти Хасавюртовские соглашения, фактически Запад начал играть на стороне России и представлять нас частью России. В вашем же случае Запад слишком много сказал и сделал, чтобы сказать, что вот, да, ладно, оставим Украину и так далее. В этом случае у вас ситуация выигрышнее. Вы, если проявляете принципиальность и не отступаете, ни Америка, никто не может вас заставить. Понимаете? Никто не может вас заставить отказаться от своей страны, когда вы можете, тем более, если вы не отказываетесь, продолжаете борьбу, то Запад, Европа, они тоже будут вынуждены вас поддерживать. Они не могут сказать, ну ладно, мы теперь за Россию, или же мы умываем руки полностью, как полностью. Вот тогда это удар будет по репутации Запада, по репутации Соединенных Штатов. Ну, а что будет? Не знаю. Так. Я верю в справедливость, верю, что весь мир накажет Россию за ее агрессию. Если есть Бог, пожалуйста, услышь мою молитву. Андрей, так я почти до 50 лет дожил с этой мыслью, что я и верю в справедливость, до сих пор верю, и что весь мир накажет. Не накажет. Знаете, что нужно было украинцам делать? Просить оружие, помощь, деньги от Запада и собирать мощный такой антиимперский костяк. Вместо этого ну, Украина там симулякры какие-то, там коррупция, ну, вообще просто было жаль на это все смотреть. Поэтому не все так просто. Маш Воль, Асан, Маат Буабац Абешвик. Асан, это свастика с очень глубокой историей. Это символ 4 сторон света. Это христиане оставили это свой христианский крест со своим. Делисела Маш Воль, вечный зов. Да, я понимаю, что это свастика, нацистская свастика, которая появилась главным символом во время правления Гитлера и нацистов в Германии, она тоже появилась ниоткуда. Они тоже ее взяли из истории, что это, да, это такая вот древнее изображение, что вот имеет какую-то ценность и так далее. Но если сейчас мы начнем вот эти орнаменты, похожие на свастики, использовать, то нам скажут, ребята, извините, но мы не знаем, что там было у вас в истории, но мы знаем, что было в 40-х годах прошлого века. Вот о чем речь.
Ну, давайте перемотаем немножко, почитаем. Алейкум салам, Марк Тунасан, ты в Бельштете живешь? Да, рядом, почти рядом. В Украине до сих пор коррупции, очень много предателей. К большому сожалению, да. Шаломчики, шалом, ворон. Так, Ахмад Силас. Ей, вітаю. Ты продал нацию свою. А Нора Воронкова, пожалуйста, напомни, какую я продал нацию? И какая это моя нация? Как можно продолжать войну, если Запад откажется помогать Украине? Силы не равны. Ну, как сказать, Андрей, вот как мы воевали, а как иначе? По-другому никак. Вы уже сделали шаг. Вам отступать уже, даже если Америка откажет и весь мир от вас отвернется. Утопающий, спасение утопающего — дело рук самих утопающих. У вас нет другого выбора просто-напросто. Так, Чечен, спасибо за помощь. Вы прекрасные люди. Пожалуйста, Максим. Шаббат шалом, божественное витаю, шалом. Слышали новость, друзы со стороны сирийских и голландских высот хотят присоединиться к Израилю. Да, слышал и полностью разделяю и поддерживаю, если они реально хотят присоединиться, то только очень хорошо. Им будет безопаснее с Израилем в этом регионе, в это трудное время. И тем более друзы живут в Америке. Мы как раз это уже обсуждали, эту тему. Слава Украине, героям слава. Никакой заморозки до конца, слава Русне, говорит Роман. Кстати говоря, вот это тоже один из признаков, когда, кажется, вроде бы растерянные и не понимающие до конца, как себя вести разные Z-блогеры, активно начали говорить: мы должны идти до конца, Украину надо дожать. Потом Кадыров 84 тысячи, сейчас он отправит, там собирает мобилизацию, там они объявили полностью, отправит против Украины. Там вот это все накладывается, и кажется такое, складывается впечатление. По-моему, они собираются заморозить это все дело. По-моему, да, думаю, заморозить хотят. Так будет заморозка конфликта или мирные переговоры? Ну так заморозка — это и есть мирные переговоры. Потому что русские свои пока заняты уже ими территории, пока отдавать не собираются.
Друзы раньше не очень любили Израиль, особенно те, кто жил ближе к Сирии, но походу в последнее время пересмотрели взгляды. Ну, знаешь, тот глупец, кто не меняет своих взглядов, тем более нужно понимать, что пропаганда действовала и на них тоже, которая действовала. И сейчас, мне кажется, нужно приветствовать это, а не как бы пытаться уколоть их, а наоборот, это же хорошо для вас, новые люди в стране, и добровольно, обязательно это должно юридически все грамотно быть сделано так, чтобы потом не было, вот, там, мы не хотим, мы там насильно присоединены, там, поднимать революции, еще чего-то, там, сектор газа мы еще помним хорошо. Поэтому в этом смысле, конечно, все нужно сделать юридически грамотно и по доброй воле, но при всем при этом нужно понимать, что Израилю нужна своя безопасность, навеки вечная, тысячелетнему Израилю, который будет навеки вечный там. С чем я вас и поздравляю. Меня удивляют вот эти деятели, которые заходят там про США, про США, про США, про Израиль. Так вы, чурки не русские, вас уничтожали на Кавказе, не только чеченцев, вот таких, как ты, дагестанцев уничтожали. Вас сделали Иванов, не помню, делают до сих пор Иванов, не помню, не помнящего родства. А ты мне сидишь там, тут, Америка это сделала, Израиль то сделал. Что вы за люди такие? Ну, КГБшники или же просто скудоумные просто. Другого объяснения нет просто. Палестине не нужна безопасность, говорит Аврора. Конечно, нужна. Именно этим и занимается. Израиль обеспечивает безопасность Палестины. А как? Конечно, нужна Палестине безопасность. Просто ты знаешь, что такое Палестина, правильно? Ты же, наверное, понимаешь, что ты говоришь? Или ты просто так выдаешь просто информацию, где-то услышал и просто повторяешь? Дариус Раббани, весь Дагестан против Путлера. А вот это уже новая пропаганда, которая сейчас навязывается, что вот сейчас Сирии надо же всех этих бандитов выводить, понимаете? Там в Сирии убивались чеченцы с их паспортами, с их документами, отправляли в Сирию специальные люди под видом чеченцев, российские спецслужбы. И сейчас их нужно выводить оттуда. Когда их будут выводить, их будут заводить на Кавказ. Если русских оттуда будут гнать, то их будут оттуда выводить, вот этих всех исламистов, таких русского исламского, представителей русского исламского терроризма. Архитектором исламского терроризма, в том числе на Ближнем Востоке и на Кавказе, является Россия, ФСБ. И когда они будут выводить оттуда войска, они их поведут на Кавказ. А это дагестанцы, вот эти исламисты. Это чеченоговорящие. И, полагаю, ингуши тоже. Потому что речь идет об Ингушетии, Дагестане и Ичкерии. Временно оккупированной Ичкерии. И сейчас нам рассказывают сказки лютые враги чеченского народа, что только придите 2-3 героя, которые героями никогда не были. Нет, чеченские герои все убиты. Остальные все дезертиры. Понимаете?
Все, кто уехал в Сирию, уехали без разрешения тогдашнего президента, а потом главы Эмират Кавказа Доки Умарова. Он просил всех возвращаться, все туда ехали. И сейчас какие-то люди сейчас будут появляться и рассказывать, что они очень много сделали для спасения Сирии. Правда, что они сделали для спасения чеченского народа, там никто не говорит, а будут говорить для спасения Сирии. И вот вам нужно прийти в Чечню, и в этот момент весь Кавказ, дагестанцы, чеченцы, ингуши, вся молодежь встанет за ними. Это обман. Это обман, самый большой и страшный обман. Если бы это не был бы обманом, то вы бы не говорили бы, что поднимется там на Кавказе. Вы бы пошли бы на Москву, а не на Кавказ. Потому что Третья чеченская война и утопить чеченцев в крови и лишить их последней возможности на свою землю, а затем чеченцев депортировать, это давняя мечта и планы фашистской России. Поэтому все, кто сейчас поедет на Кавказ поднимать исламское движение, вы сбежали с этого Кавказа, прямо вам говорю. Вы все сбежали, когда ваш президент Дока Умаров, ваш амир Эмирата Кавказа призывал вас не уезжать, вы все разбежались. Более того, вы разбежались, взяв его оружие, его деньги, его людей. Обманным путем вывели вы оттуда. Теперь, когда поступает команда от России, а вывозила вас Россия, Турция помогала, вы же вместе с исламским терроризмом боролись, там, так называемым исламским терроризмом, которым архитектором была Россия. И теперь эти деятели якобы будут возвращаться домой, и якобы чеченский народ поднимется. Во-первых, все, кто настоящие, искренние, независимые борцы, там, исламские вы или там не исламские, неважно, вы будете уничтожены. Операция Трест, античеченская, если точнее сказать, античеченская версия, полной разработки идет, на мой взгляд. Все остальные, которые вокруг вас находятся и являются агентами российских спецслужб, с ними ничего не случится. На месте попробуют поднять чеченскую молодежь, чтобы выявить противников режима, чтобы их уничтожать. И заодно, чтобы Россия могла окончательно решить чеченский вопрос. Поэтому эти вещи нужно обязательно запомнить раз и навсегда и не доверять тем, что говорят. Все это время, я еще раз говорю, эти люди уехали, дезертировали со своей страны и уехали в поисках других джихадов, удобных джихадов, менее трудных джихадов. И сейчас начинается новая эскалация, новое накручивание. Вот вы 2, 5, 10 человек придите только, и весь народ за вас поднимется. И первое время будет пропаганда, что вот там поднимают, поддерживают, там так далее и так далее. Это все обман, чеченцы. Ни в коем галашк нохчк бошун. Харе еш гэскши ох туркш еш хальмекша юшуни. Туркуай буй на это но. Потому что Кавказ отдан на откуп Турции. НАТО отдан. И сейчас они будут раскручивать карту, что вот давайте там терроризм, там будем бороться с терроризмом, потому что это нужно России. Если сейчас будет заморозка конфликта в Украине, то Россия сделает все возможное, чтобы снова разжечь этот исламский терроризм и потом предложить услуги по решению этого вопроса. Мы это все проходили. И сейчас кто поедет поднимать этот исламский терроризм, джихадизм, там еще чего-то, те играют на руку России. На руку России. Вы, когда вас Дока Умаров просил не уезжать, вы все уехали. Теперь решили вернуться. Хорошо. Сегодня вы набрались сил, еще и по какому-то странному стечению обстоятельств, никогда война затухла в Сирии. Ну что же вы там еще делать? Возвращайтесь, давайте на Кавказ, боритесь. Вас не было все это время.
была тишина полная. А когда Асада прогнали, и вроде бы вам бы там сейчас созидать, строить, развиваться, там что-то делать нужно было, вот теперь вы, и причем без боя это все произошло, ваших усилий там нужно не было. Необходимости ваших усилий мы не видели, прикладывания ваших усилий. И теперь, когда уже вроде бы все нормально, вы сейчас поедете на Кавказ, а это, я считаю, будет Россия выводить свои войска, вот эти исламские, так называемые исламские войска из Сирии, и их заводить на Кавказ. Для того, чтобы опять начать бучу, опять начать убийство, террор, там, 3-10. Во-первых, запугивает российское население, которое будет возникать, а как это вы так недовольны же останутся перемирием между Украиной. Ну, а потом уже предложить свои услуги. Вот смотрите, видите, исламский терроризм, мы же с ними боремся. А если не мы, не справитесь, смотрите, очень опасно, давайте мы вам поможем. Вот снова может быть, там сценариев слишком много неизвестно, сценариев может быть много, но то, что они готовят из Чечни создать там Палестину 2.0, там исламское государство 3-10, чтобы мы не могли стать, требовать от мира наших прав, чтобы мы не могли стать субъектом международного права, полноценным субъектом, а были пристегнуты или остались под оккупацией России, или пристегнуты еще куда-нибудь, какой-нибудь там стране. Это мы можем, в принципе, уже наблюдать, что вот эти вещи начинают происходить. Поэтому интересно. Так. Так, давай, Осман. Ну, я сейчас уже заканчиваю, Осман. Хоть осадиться начинаться, але я шуматься. Так, муро принять освободила. Давайте, на русском только, Осман, давай поговорим. Алло, Осман. Охе, шо? Йоу. конференции yaşaması, Sovyetası yaşaması, Abu Bakr nasıl فكرش nasıl فوقش Ага. işte Sovyetası diyor ile ahsahum o şeyna İstanbul tahuli ya öyle bir şey. Ama işte sasıl sego hay el çıkar falan kutten yedati işte uya. Что ты имеешь в виду, Осман? Что ты имеешь? Советоваться в каком смысле конкретно? işte تعوي ну целая очень я вот сабите я вот ханилите вообще да са وقر وقت ماستا أتبي تنا وشاهد قوي طبعا هو وشاهد تو تصدش تبقى وشاهد إسلامسكي أولا وش أولا هن خاص اليوت سريات ناخ إشتا سنة ديك ني سوغا يحوغا يسحنا ديك ويوت سريات ناخ أكل البوجة نعم صدق لا ما ينز أختادش لو أمي الله واتسقي حصويش بس بس واتسقي هو أغلش هو إيش كان وكل وانتو وقت هذا إيش هو ما عنده إيه ولا إيش عايزه لا يدوس من ده ما عنده أسلوش لك هاي الله ده ما بيسمع صار مش هاي الله ده Да, я звук. Оля, доступ к трансляции заблокирован. Это что такое? Так, описание, доступ к трансляции мобильного зажигание ненависть словами или действиями. Так, что это такое? Что-то... Заблокировали. Так, давайте попробуем еще раз. Доступ запрещен, вы сможете выходить в эфир как автор, участвовать. А гость 20 декабря
20 декабря 24 года. Как раз я хотел на месяц сделать перерыв. Короче говоря, да и лауне. Соцаки терона Эльчуна Осман, если что. Короче, стрим в ТикТок у нас сорвался. По какой-то причине, видимо, жалуются. Как так получается, что я являюсь противником фашистской России? Фашистская Россия постоянно меня жалуется, и получается, что, оказывается, не только России я являюсь противником. Не только Россия меня, оказывается, не любит. Осман, Эльчунова, если ты меня слышишь, я до конца не понял, что ты говоришь. К сожалению, связь оборвалась. Я хотел уточнить. Я думаю, только через месяц получится нам по ТикТок поговорить. А так, если будет желание, в YouTube или же звоните на WhatsApp, поговорим. Так, давайте дальше. Можно уже, в принципе, заканчивать, потому что заблокировали. Вот гады, а. У меня же планы были на этот ТикТок сегодня. Бусал дин дүйц, лырлуш хил алгерч, вар муахтсон. Вола, аз бусал дин дүйц, лыра малуа, аз аккуратно мадүйц, сайн хиетак олас, и цаддала. Шола дала, и цига бусал дин дайцер глаунинак, цун нок дейнак, суикхач. نخشى شو باغي أشتغل دوتر دويشتك حلقة بوت وشاش تصور دو وإيش تسديش وقر дать бож. Много хаусиш нохче. Я по-чеченски, извините, немножко скажу. Кетчеша ёх провокацию. Под видом борьбы там захвата Кавказа, освобождения Кавказа, больше ешь провокацию. Докт и андереш, провокацию ешик. Сомнение хилляца, аша ой президиум, даг воли хаттер цусю. Волдер сом даг мечты асенте авол даг уточнит да. Цакер со волдер дага вол хатта хот хекал долчак. لا دو سي منين خيتا خيت حقل دول سقو سي حقل هم حقل شينا دلا даже сомнение хилча даже да сейнег юга йоқи дела опытный уқар оқон дуқу сон хайқалуш хум аллақу значит кунсун чул гули хамек оле юга мол это факт вышта хагуш мадуар открыто от згасхшан луагдеш мадуа хинц Цуночичу дагара хитсек чисто террор ваттена иқам син цара даг да итгяч маду гасқи трети туан бах биз бохш мабу и трети туан бах нага кучуа суик чумелуа виз бага гуй шушавек де кой шушун шушай qoman ямарт кой шушун аш шун муаттер душу чу даган шугук мацахилня ха أو شو خير دوتش أو تيجي بو الخيط سونتك بكيتش منك شو غوق بتخيلنا والله أصلاً عدت ناري إمالديوش حلقة تونت يهو ترير والله بالله ياتي غوتريوش مالديوش والله بالله بوي أشبش إمالديوش غوتري لاري قوشوا كومنتاري يازي يحير مايري مالديوش وي شيء شو عيتسبعش بيوسي عقتسبعش هذا بين دايس اتشليوش مو نوخشي شو Шу молодежь готарю бош, вся молодежь поднимется, пойдет за этим, пойдет за тем бош. Хабаш дючду, разные чуяч информацию. Бадацис, готаряцига молодежь. Анаксана шаш само лиляш даца, шаш бокала независимо шаш, ома турпалва шаш, ну бош, ну и шаш, Москва, Москва, давайте на Москву тогда, почему нет? Кавказе куда дуя? Юга азночи чу ацица аничца алашу. Вайн гуш мадуаш. Қом қам тяцевеш хайна шейк тулам бахтурботи махашун. Шей вол, тқаса гуа, байса гуа, шейк тулам боқтер боти, яскшан дуал. Хуш мадуй? Ду. Тысячами дуал лехчхайна. Тулам цабах беллер, потому что хинц западу дуния новая, вот я что, признать не что дочь, просто инструмент хильбохаш.
от Западе, Турции, Кичере инструмент хлебок. Давайте, да царх свой, зато повоюем немножко. Воевать ради войны неинтересно. Туан бяшицал Сирии, вола, Украине, вола, Кича наш лилшма, дует эмшбеш, на лилшма буй, шаймах каца беш, Кича на беш лилшма буй. Дальше байши тига, дух дагаш. Шайоман ямарт тацахульш. Ямарт лу югар хульшек. Шунхар цага, что у вас, может, какая-то у вас больше информации, чем у меня. Хаетиш сун информация. Может, со тишерут ах цунах. Сун агушел информацию, сун агушега провокацию. Массара хаюцек провокацию. Массара газк шадуцек. Вот третья будет война, нужно взять ислам под контроль и управлять ими, интеллектуально взять под контроль. Боже, и шаберши хадуч бог шбукаш. Если Бог Аллах шаш, ом дуа мах дуа шаш, на Москву, пожалуйста. А Москва рюхца ох. Норд-Ост Чубанаш, Сан-Цигар, юбах, халхир, там в один конец билет. Адам халагахте, ночи молодежь, цархкой сарю Бога, انت بوخل شا دول ام حلوتر دو بوخ طبعا سلام واخيان اشتا ديتلو شا يول ملديوش حلقاتن تاهوتريو وسين تلتريو بوخ تسامو اس كاكراز اتسو اميل دلي دغول بوخ سيك دغولش ناقوش ثاني دوتش اشخنا دغولش خنا اس بوخ موخر دو خايشون بوس صباغيحچانا просто от ночи лет такой бах и дин хам халготер дохон. Дин хам халагаттан цархо просто они ждут. Тиш автоматяш хама вене ха шавега халагаттан летерошу. Кадиров чаню ира хасия бир бош бушун ишмаду дюч. А кадира ваню ир ужехир бу связи буш тосия долшун тожит душун. Хадуила qayla хархир ду вархир ду бош. Имш дюч бу. إذا دقائق спектакль خريوال خيتسو. تا بوغا боч, правовой буга боч. وين تصيري عندنا بومناش يتن خلكن دي ار سي ار كروتشي Турции, Русняй, Мусняй, шеш, а чё яхан? Инсирин мудо. Все, шик, сидите, все, успокоились. Цунахирду. Да, может быть, тоже цабылш берше. Сац берше дин бисамик. А только камалак дирдук. Кам, ну и полностью. Цабуа боч. Это Турция не укелкуйсерду. Давайте с Турцией будьте. Сун цаля, Турция цаля цаля, сун цани цаля цаля, сун машу есай коман. Сай ам халлак дуэль цаля сун. Разкшан луак дуэль цаля сун. Ишталду. Или ца агент шубо, ца ши ишт. Иштумду. Мегерду, в любом случае, я понимаю, духку ахча выделить динчохтерду, духку кичем бинчохтерду, ой, Кавказе, дабига, ал Сирия беше, шаш готер бубо, просто ойле шаш ночи, цег лаца дуешун, темло я ночи чат он бешол, темло уэй турпалхо, ал Сирия туан беш веги Украине, иш добровольш бу, иш вейду алилш бац. إيش شايدو عليه وش بلاري تير عيدل خير در وين إيش ملش بوغو إيش خير بر وين عيدل هرتا عيدل دو الحقو يتش عيدل اسمو قويت ساي عيدل بريزيديوم دو بريزيديوم عيدل بوخل مبيزي بوغا بوش إيسا عيدل دو الحقو يتش دوس وند الجا سبال بوسا نوخشي خومتس تعين ويلو أسون حلوة لو شغل سو مينيستر خير لو شغل يساي $1,000,000 داخل شغل تأخذ بور دات بريزيديوم إيش ساي هر إيش سو قوز ومتك سو ولا كيتش ار ولا اش سو короче سو دوات اس باخسا ايش مايو واتاك دلوش دغي قيچار دلوش دغي цадалур долшун дат свой қандел далад кеги дат садат татсум далур долш дуа инца так Кавказ чу боган адам халагайтан дүйч аштук туа 100,000 قام حلوتر دو الخير دو بوش обсуждение يتقد نا واش ثاني سيلان سومر يويش سومر دينا دو из 100,000 اخلو اشولا например цан хузавол командир ойле шоин шек цавол алла ахча уже он уже влез в это уже согласен он цавол резу из да ойле ну ладно
100 тысяч год рвать. Тогда, 10 тысяч, их процент, он год рвать царях. 10 тысяч. Ладно, хотя бы 10% год рвать, 100 тысяч. 1000 сак, халгача. Шорт герзахир, 1000 сак. Кут вамбал урбу, харахир, важахир. Турция чуё говорю, иза юч. И уже раск шючу. Турция чуямек бо. И Турция чуё хильча, от Украины чу урма яриз. Видишь, от Украины чу баган сэрци габир ما بريت امش. وي كوكازا ما باقيش توام. نوشي چوا ما باقيش هيتس جيناتسيدين هيتس چو سداد ولدل شو شاوك تو مخكر دعوغن سو شو ويشادر شدعدغن عد بيتن عشبر وي موخ عد بيتي وي استاجيمال چو سدايتي وي تو نو تو قومي قداتسن تامي قيش خلق بيش چو قيش باق بيش سينت لتيش قيرة بن عادة بن باخشبال تولي أبديني تسدي هل سيري تسيوش وقيدك تسديوش وردك أبديني تسدي دواتت بريزيديوما غواندا غوا دعوت إج لرابيش إج بايات سبويش تان قيرم تخليش молодежь шайга хайкал дега хайкал алсам дег хати гулбеш хун давай. Это неинтересно. Это неинтересно. Тундела Кавказ Кавказ рахте царяча Турцини, Россини, Кичани, Хукда царяча Ата харшу. Я может махил харшу. Инзюга олас. Асинц асардучлега калама отсунаюх последствия хильчулт. Я асланс пропаганда ин халцагахти тер молодежь кирин эрдош. На самом деле цумахкаха шухицал цундацер. Темлой мадуишу туамбеш. Почему шухицалца Сирия перемирие шхена хундацер шу цигар Сирии нашхеш. И Сирии наш хагуч бойла тходу цигар. Твацадовар дубо. Хунцадовар шу хицалца. Хинцундор шу. Цаун нистеш дершу. А ханистеш душу есть. Туркш нистеш дуй. Натану нистеш дуй. А при чем здесь джихад, исламское государство? Турцину и нистеш дала. Турция светское государство. Израиль, Америка, санил государство. Турция. Так. Шалгиенч цавулёш. Бусал дин дюч ду джихад деша бу натану герз лушаду. А мухулистах. Натану исламский имарат Кавказ террористический бог. Короче, бардак юкар куна хуш. Тудела аз бардака цаяр дигарду. Киечвек. Цакиечуна шумас серец эрш. Шумас серец эрш история юсаришун. Таган харгуш лега кайкам беш масана гушту. Массана гушмадуер, один оман гушмадуер. Шу массера история, как ямартнах. Шайх оман юга чуцидиан. Вай ичкерия, гена деганвай. От вай ичкерин, ицатоуша, шейца государство, ал Турцинуца обещадени, вукум цаму обещадени бош, хирдачунис. Хирдачун. Шу, я Турции офицер шхельдиш шу. И мы часть Турции, сорез вачун, Турция, ночи хама дачун, турку ахил рез. Турция дабаган, биса ночи хухил хаус, тахуар душун вай ночи хухирду. Цу Турции цвай хила. Первое время вай наш лучший рещи умшли илдамик. И то сомневаюсь. Цулти аха вай ночи муатта, тюркский муатбу, вай ишду, фишт, арду, шадега. Цундел югат аха бог. Та дисциплина još, ta emloj bolš, ta движение ла и дисциплина ларуищу. Не сун, ля и сун, я хочу, мне там обещали, там тысячами ночи чува халготтар, бу дзюли готтар болш, бу шеберши, галга шебега халготтар болшу. И, короче говоря, Турция хочу ее говорит, ах, иш халма гойтня, Турция хочу ее говорит, иш Турция чума етня, ха? Ах, ой, короче, Турция ну келгарду орду. Украиничум цая, и Турции цая, американцы цаба, англичанцы цаба. Он цабар, потому что они не хотят эскалации, не хотят атомной бомбой получить. Так, Турции, Украине чуяхча, на это уартишутик,
Kavkazi çuyakça nata yuqvat diyişo. Nata moyu Turci. İlet şalcak şayga latiyes. No, sunt ilet da do izdam. No, çuyak ne например. So odildu. No, tad o tawanch taumş liler do twins. Siriya molil do twista. Qaylaq. Erdogan ne tahum do khazqamilş do ras ole tayamartluyaş. Putin'in. Ya Putin'in içem yok şuyuz. No, ах kubohta waxe Erdoganu. На Земле есть два политика величайших. Это я и Лилипутин. Эрхаруар. Отсюда дяветтен дадиш двое. Ну цулилеш дега политику и хиллилеш, и гоузу. Уй, хорошо, ладно, Эрдоган, это айта, дадуаш двое. Эрдогану деш. Так, джихад сендуицуй. Мичахулуй, так, джихад мухуй, халифачи, там, третье, десятое мухулуй, да. Короче говоря, дух дийцен, سيمناني بوغ سون حقوشتك سونر دقولي الخاتر عثمان سويك دقوال سيمناني قشوعيتن دقو سيل إتز حيقل دول ناغيت دقويلا تسير منيني شون مقار أقشوع آيات إشي منيني خيزدو شو Йохша и суна иштгуштуар. Вот это заниматься дешул. А что кому-то там Турцини, Қичани понравится дар Хамаса, қам царх қуаса, ас и тицалоц. Но и дуал дай аш, что и дуал да уже цун кетчнел дах, что и гушто сун. Чумелуанек, гаск штуоцек уничтожить вирус. Шушун гаск свега, как бы юх Кадыровец, берта был, шух ца ичкери, ца хум лилда, ца хикер юх цега сценарияш, ца сун шайга. Мегарду дала дикнек дуалкуна, дюгат ахка дилар дуса, кит саджимма хардалец, задючтек, саджимма далец, возможности он чуа. Уэле хараш, сборчен. Вайн ночи чуа хаттыхан уиш яц, Турцин иша, Американ иша, Украинан иша, одинен я мысу пачалсан иша, ночи коман тига хинстан уиш яц, вэкэч дешту, кэч дрэч буш. Мадэш цядуэ, мадатиш ишта син, царк, шие дэ бэдэ дира, шие цапали виктауш, ацубовый, вукубовый, Турцинбовый, ацубовый, халалюч, син, царк дэгдэ дира, шикам. Шедели певно, что сажим югом узи. История, шаш предатель, что не емерт на их оман, дитятелич, адашу, духдаш, чуть садешь, шаш дуэло волешь, дало Москва. Москва, юшн хаяки ешек, цик поедовали, юшн шевеква, дало Москва. Но Москва ушек, цебох, само, чуть Кавказе уобох, потому что России выгодно душу Кавказе дахет. Турция дует, России по борьбе с международным Западой, по борьбе с международным террористом, это ночи, репутация, это ночи, какие нахбаян. И тогда халак min чуабахша, байна халак min бахшу, зудрите. И hadina, إذا دينا политику ютауш, са образованиёш, я кич почалан, хайелё команч выполнять Аманш неадынах, отстедалынах. Видишь, настоящий наш, независимый наш, ночью патриот, законный, ночью оман, балабош, хитах тич, иш баян абага, я иш просто из тобой, да. Потому что когда уматься, бесполезно бороться с этой пропагандой. Я говорю, да, опять кивель. Стамбул'da aeroport. Söyle dayı. مساعدة دكتور من وشويتشو دكتور وعويتشو Ладно. Ахар дүйцер душун шайн хиетага, шайн муэттерга нохчи. Вэй караюшун, вэй судьба.
وي عودل تغلي وي تصرخ تقي سيتي هر لور مور بوار لور تخوش وي دوتو يحالوش تو همان وي وي использовать дойте وي همان وي يوغا تصرخ قيسر دوشون وي تصرخ قيسغيرش بوشونش وي داديزا قوز يوروبيا چالوش وي تعبولشان غودش ايش подполь ябол шей дагорцахоич подполь ябол шей бабиш буиш выживать дадиш иш бу вей цан цахил сразу хуза орцодокс иш цан байаца боич иш еттаца юеттич иш хизаца боич и умадеша эрвахлушек эрвах водечун водеш иш хуза гырча дауеттан قبای ازر نوچی موی خوزا واخوش دیش در وی اوی короче شايفة Иерусалим хаях واقعشو اشجديتن دغدوشون هيتس كيست متراوي روبوش когда цели сигнал юлельчхена эларкас вот инц уже муцарай вот ин эшер массанаж гоич ше уже муцарай вахагоич ше ишта гучобуш они начинается движение начинается гуш моюшунар движение движение хирюбоша ас что предупреждать дин сен перу хамагиння инца шун уже гушор движение идешь от движения уқидолш дуай инца хочу больше свек бистрош осман вега кивега бистрош вай по-любому цада диз вай туамба биз харда диз бош хамелдеш бух нахшун гуштук хицал цая чубилен бочбо бу потому что уже чуба гер коч буш и чуба гер коч элче содасат виз видишь потому что بعدك دوش سكخلها شين لوشل تريوك شقيالوريات تيجا تورتي جالوريات غازك شيالوريات قيچا جالوريات إنت شو بعدك دادوشش زون ديلا يوغت أخا بواس نوشي قومي أتوقي مغو تسويت إيه عليك شجعت ها ديل شيء دو عبوشوش خذاك إزغدوشون دوش ديش خذا دوش ديجا геополитические интересы великих держав бошто лумштушон خذا ديج إيش دوشون حال أنت أصلا ستريم دايرزو دالتي هاي بيرت كيوال دالا نوحش قوم قام لرا دي دالا تنحيق الوالق عادي كيوال ماش وال شادك إيش كيريخي دو دال موضوع всего хорошего друзья до свидания